На повестке дня сегодня комфорт, красота, а также способы их реализации с учетом сохранения традиций народа. Фестиваль «Эйге. Диалог на квартале» стартовал 14 сентября в Казани, где для муниципалитетов республики провели обучение по комплексному подходу к управлению общественными пространствами. Второй этап развернулся в Якутске, в креативном кластере «Квартал труда», где большая команда специалистов обсудит строительство архитектурных объектов. Подробности в следующем сюжете. Стартовал грандиозный фестиваль архитектурных проектов по республике, 90 из которых реализуются в столице. В рамках мероприятия ожидается проведение лекций, семинаров, различных мастер-классов, а самым главным событием станет сам диалог, нацеленный на обмен опытом и знаниями среди большого количества участников из разных сфер деятельности. Также он станет возможностью выявить все существующие проблемы и разработать стратегию по их устранению. Мы сюда пригласили застройщиков, подрядчиков, архитекторов, дизайнеров и, конечно же, наши муниципальное образование. И, кстати, здесь также будут участвовать блогеры, художники, как раз вот разные люди, которые вместе с профессиональными сообществами могут поделиться опытом, возможно, высказать какие-то проблемы. И уже в таком неформальной обстановке мы можем, возможно, прийти к какому-то единому мнению. Реализация всех проектов продлится вплоть до 2030 года и более. Но для этого нужны люди, специалисты, которым предстоит реализовать дальнейшие мастер-планы как в Якутии и Дальневосточном округе, так и во всем арктическом регионе России. Как раз во время фестиваля представят две образовательные программы по мастер-планированию и управлению общественными пространствами. В основном эту программу ведут специалисты из Якутии. Да, куратором программы будет Ирина Дмитриевна Алексеева. Мы будем скорее такими консультантами, да, и экспертами, да, чтобы поделиться и международным опытом, и нашими методиками. И в центре внимания программы будут реальные кейсы, то есть мы берем реальные территории в Якутии. Сегодня мы об этом расскажем на презентации. Также была организована и выставка, на которой представили уже готовые проекты от светильников до целых микрорайонов, прекрасно реализуемые при всех особенностях жизни большинства поселений Якутии. У нас много реализованных проектов здесь по республике. Это в поселке Солнечный, Усть-Майский, Улус. Это самое свежее, что имеется. В Нерингли закрываем проекты. Алроса. У нас на приисках много очень освещения. Здесь именно по Якутску тяжеловато сказать. В основном мы здесь закрываем спортивные комплексы. Села Якутии также не останутся без внимания. Целью проекта по микрополисам является создание новых условий с учетом особенностей устоявшегося уклада жизни местного населения. Последующие такие микрополисы, они будут иметь специализацию и будут называться агрополис, IT-полис, промполис, этнополис, спортполис, арктический полис, в зависимости от того, на что хочет делать тот или иной район, где у них своя специфика района. А при богатой истории с особенной культурой и традициями перед архитекторами стоит задача по сохранению идентичности при современных подходах. Культурное наследие хочется сохранить, чтобы мы чем-то отличались, допустим, чтобы туристы, когда приезжали, они видели, да, что приехали в Якутию. Якутия является лидером по количеству разработанных мастер-планов и часто ставится в пример во многих регионах страны. Также некоторые наши муниципальные образования самостоятельно за свой счет разрабатывают и реализуют стратегии по благоустройству. Республика развивается, и во многом на это повлияли сами жители, поэтому на фестивале они почетные гости, интересные идеи которых положат начало разработке новых проектов. Подрастающее поколение также сможет попробовать себя в качестве архитекторов и дизайнеров. Марина Захарова, Виктор Дьячковский, Якутск.